наша земля, богатая талантами, вновь дарит Якутии новых выдающихся людей, новые достижения и новые победы. Самые холодные края, самыми горячими сердцами. Это мы зажигаем звезды. Дорогие друзья! Здравствуй, талантливая Якутия! Мощная, несгибаемая сила ведет наших участников к совершенству, покоряя все новые и новые вершины. Земля талантов никогда не сдается. Друзья, мы рады вас приветствовать сегодня в новом сезоне, который посвящен Году семьи и столетию знаменитой киностудии «Мосфильм». Семейный альбом. Так назвали мы наш 11-й сезон. Так мы видим нашу землю талантов. Так мы живем и дружим на нашей планете одной многонациональной семьей. Сегодня в этом огромном и очень уютном зрительном зале мы не дадим вам скучать. Сегодня самые талантливые дети споют, станцуют и расскажут вам о самом главном, о семье и нашей Родине. Так пусть звучит всеми любимая музыка со сцены, трогательная и возвышенная. Пусть кружится в танце хоровод добрых сердец и льется доброе слово со сцены. Разрешите представить наше компетентное жюри. Председатель жюри, отличник культуры Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия, заведующий вокально-хоровым отделением детской школы искусств номер 2 Владимир Индивирский. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, балетмейстер Центра культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина Николай Свешников.
Отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник печати Республики Саха-Якутия Валерий Стефанский. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия Галина Кокшарская. Филолог, учитель русского языка и литературы, магистр по направлению мультикультурное обучение русскому языку как иностранному Нина Карипанова. Добрые дела организаторов и горячие сердца участников объединяют одно – наши славные традиции. Сегодня нам хочется пригласить на эту сцену человека, который сохраняет и бережно передает славные советские традиции, дружбу, любовь к родине и своему отечеству. Первого секретаря Якутского рискома Коммунистической партии Российской Федерации, председателя Постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия по культуре и средствам массовой информации Виктора Николаевича Губарева. Аплодисменты, друзья! Дорогие друзья, участники сегодняшнего конкурса детско-юношеского «Земля талантов». Российская Федерация проводится уже 11-й раз. Нужно отметить, что по инициативе Центрального комитета партии при большой поддержке Геннадия Андреевича Зюганова, Ленинского комсомола Российской Федерации, конкурс с самого начала привлек к себе внимание и дал возможность со многих уголков нашей страны показать свое творчество, представить свой талант. И мы отмечаем очень с хорошей радостью, что во всех заключительных концертах в городе Москве в результате отборочного тура, это же соревнования, это конкурс, участники наши принимали там в заключительном концерте участие настоящего стремления победить, настоящего таланта проявить себя. Это так и будет. Успехов, здоровья, с наступающим мероприятием, очередным конкурсом «Земля талантов». Благодарю за внимание. С чего же начинается наша Родина? На этот вопрос ответит нам Романов Тимур. Номинация «Литературное творчество». Стихотворение «Россия начиналась не с меча». Россия начиналась не с меча, она с косы плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на пашне. В руках, веселых только от труда, по добродушию, иногда не сразу. Возмездие вздымалось, это да, но жажды крови не было ни разу. А коли верх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей, когда бы не усобицы князей, то как бы ордам дали бы по мордам. Вот только подлость радовалась зря, с богатырем недолговечной шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить вот это уже шутки. Ведь это было так же не смешно, как, скажем, биться солнцем и луною. Тому барону озеро Чудское, река Непрядка и Бородино. И если тьмы тевтонцев и Батыя нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия 100 крат еще прекрасней и сильней. И схватки самой лютою войною она и ад сумела превозмочь. Тому порогу города-герои в огнях салюта праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действия сжала.
Встает заря, светла и горяча, и будет так вовеки неушлема. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Снова спускаться, реки открываются, дверки закрываются, а еще там уже новый нажимать. Опачки, а повсюду кнопочки, кнопочки горящие, очень настоящие. Опачки, нажимай кнопочки, где-то что-то новое, значит, работает. Бастракова Анастасия. Номинация «Литературное творчество». Стихотворение «Десятилетний человек». Стихотворение «Десятилетний человек» написал Сергей Владимирович Михалков в 1942 году. Крест белые полоски, на окнах съежившихся хат, родные тонкие березки тревожно смотрят на закат. И пес на теплом пепелище, до глаз испачканных в зале, он целый день кого-то ищет и не находит на селе. Накинув драный зипунишко, по огородам, без дорог, спешит, торопится парнишка по солнцу прямо на восток. Никто в далекую дорогу его теплее не одел, никто не обнял у порога и вслед ему не поглядел. В нетопленной, разбитой бане, ночь скоротавший, как зверек, как долго он своим дыханием осевших рук согреть не мог. Но по щеке его ни разу не проложила путь слеза. Должно быть, слишком много сразу увидели его глаза. Все видящий, на все готовый, по грудь проваливаясь в снег, бежал к своим русоголовый, десятилетний
человек. Он знал, что где-то недалече, быть может, вон за той горой, его как друга в темной речи окликнет русский часовой. И он, прижавшись к шинели, родные, слыша голоса, расскажет все, на что глядели его недетские глаза. Мартынова Екатерина. Номинация «Литературное творчество. Берегите матерей». Воспеваю то, что вечно ново, и хотя совсем не гимн пою, но в душе родившееся слово обретает музыку свою, и моей, не подчиняясь воле, рвется к звездам, ширится окрест. Музыкой радости и боли он гремит, души моей оркестр. Но когда скажу я, как впервые это слово чудо, слово свет, встаньте, люди, павшие, живые, встаньте, дети бурных наших лет, встаньте, сосны векового бора, встаньте, распрямите стебли трав, встаньте все цветы и встаньте, горы, небо на плечах своих подняв, встаньте все и выслушайте, стоя, сохраненное во всей красе слово это, древнее, святое. Встаньте, распрямитесь, встаньте все, как леса встают зарей новой, как тропинки рвутся к солнцу ввысь. Встаньте все, заслышав это слово, потому что в слове этом жизнь. Слово это зов и заклинание, в слове этом сущего душа. Это искра первая, сознание, первая улыбка малыша. Слово это пусть всегда прибудет, и пробившись сквозь любой затор, даже в сердце каменном пробудет заглушенной совести укор. Слово это сроду не обманет, в нем сокрыто жизнь и существо, в нем исток всего, ему конца нет. Встаньте, я произношу его. Мама. Сумустан Капырин. Номинация «Вокал». Сахам Силя. Ama ağlıyor bu, doğru, doğru, doğru,
концерт сестры Олесовы Анжелина, Снежана, Дарина и Милана в номинации «Вокал». Песня «Мама». Существует лишь для нас двоих. Танцевальный коллектив «Сайсары». Приветственный танец. Номинация «Хореография».
кому нести печаль свою. Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат, и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя, мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень лобовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Встречаем доброе и ласковое завтра. В номинации «Вокал» Катерина Путятина «Ветер перемен». Часов
Все тропинки на этом свете ведут к одной самой дорогой и любимой – семье. Номинация «Вокал». Ансамбль «Керели». Ыллыкчана. Самое доброе родное слово для всех нас – это «дорогая мама». Ансамбль современного танца «Тетрис» в номинации «Хореография». Композиция «Мама». Чтобы здоровая мамочка была. Жизнь подарила мамочка моя. Больше всех на свете я люблю тебя. Мама, привет, моя родная. Мама, прости меня за все. Мама, умоляю, ты только не грусти. Все будет хорошо.
Что значит для меня моя семья? 7 главных правил. Встречаем Шервашидзе Лиана. Номинация «Литературное творчество». Что значит для меня моя семья? Конечно, счастье и уют домашний. 7 правил обязательно храня. Лишь только 7, но очень-очень важных. Во-первых, это главная любовь. Всем сердцем и душою всей, и разумом. Не просто, чтоб бурлила страстью кровь, а трепетно, и каждый день по-разному. Второе — дети. Что за дом без них? Пустыня без колодца, не напиться. А дети — это жизнь, это родник, и продолжение рода, пусть струится. Потом забота, лишь она очаг семейный сбережет от ветра. Старайся, чтоб с улыбкой весна была всегда с тобою, а не где-то. Четвертое — терпение. Оно поможет пережить невзгоды, беды и отогреет солнышком окно, что инеем заледенело белым. А пятое — ответственность и дом, в фундаменте семейном веский камень. Они помогут защитить любовь, от ветра уберечь душевное пламя. Шестое — уважение. Только с ним ты обретешь успех, признание общее. Всегда считаясь мнением других, научишь, чтоб с твоим считались собственным. И, наконец, седьмое — чистота. Везде, в дому, в душе твоей и помыслах. Вот так я представляю свой очаг, где я любима, счастлива, где полностью. Сегодня в жизни другие ритмы. Номинация «Вокал» Мыреева Лилиана «Старый рояль». Старый рояль, весь из скуки раньше играл. Он только в скуке, он верно жил до страха, не слыша баха. Теперь на нем играю я. Старый рояль.
Афанасьева Лидия в номинации «Литературное творчество» со стихотворением «Солидная дама». Солидная дама, 5 с лишним лет, однажды решила пойти на балет. Накрасила губы, надела сережки, примерила бусы, браслеты и брошки, надела парик, надушила манто. Что это такое, не знает никто. И взрослой походкой выходит из дома, как будто она никому не знакома. Народу на улице не впроворот, но даму везде пропускают вперед. Солидная дама, 5 с лишним лет, в трамвае сама покупает билет. Театр, волнуется море народу, но дама спокойно подходит ко входу, дает билетеру трамвайный билет и, важно кивая, проходит в буфет. Солидная дама на место уселась, на кресле не ерзала и не вертелась, соседям не строила страшных гримас, что редко увидишь в театре сейчас. Балет начинается! С 3-м звонком свет медленно гасится под потолком. И вдруг побледнела солидная дама. Вдоль кресел во тьме пробирается мама! От ужаса дама едва поняла, что мамино место она заняла. Солидная дама нырнула под кресло и быстро-пребыстро на выход полезла. Пока под ногами она проползала, она в темноте напугала ползала. Повсюду кричали: ой, ой, ай-яй-яй! А кто-то как вскочит, да крикнет: хватай! Тут дама метнулась, наткнулась на стену, спугнув балерин, залетела на сцену. Тур с хорошим настроением на будущие победы в номинации «Хореография» ансамбль современного танца «Тетрис» с композицией «Как в сказке». Приветствуем! Постучалась в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросит. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с любовью ради этой встречи с тобой. Мерзко где-то был за моря, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришел, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все, это все не напрасно было. Сказки стрелованы, где я спасала тебе. Столько лет я спорил с тобой, а ты не встречи с тобой. Только это лицо моя, твою это прикольно. Все на свете прикольно, не напрасно было. Ну, это свечки холодны, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с тобой, ради этой встречи с тобой. Только это лицо моя, твою это прикольно.
Итак, дорогие участники, самые яркие номера и удивительные артисты выступили сегодня на этой сцене. Впечатление хватит на всю республику. И с нами хотят поделиться этими незабываемыми впечатлениями наши уважаемые гости. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Диана Лиманская, певица, актриса театра и кино, лауреат международных вокальных конкурсов, солистка российских мюзиклов, режиссер-постановщик Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов. Город Москва». Айнур Абуев, журналист, пресс-секретарь Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов. Город Москва». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дети, родители, педагоги, члены оргкомитета, судьи, здравствуйте все! Мы очень-очень рады быть здесь с вами на этой сцене. И мы хотим вас поздравить с этим прекрасным не конкурсом, я хочу сказать, а именно концертом. Вы получили, да? Это вам, ребята, вы молодцы! Вы знаете, вы сегодня все победители. Потому что выйти на сцену, я сама как артист, как певица, я знаю, что это такое. И каждый раз, когда я выходила на сцену, будучи конкурсантом, поверьте, много-много-много раз это было, я понимаю, что вы чувствовали. Я хочу вас поздравить, что вы все молодцы, вы все справились. И я получила такое большое вдохновение от вашего творчества. Какие вы прекрасные, талантливые, молодые, юные, светлые. И я хочу вам пожелать, чтобы эта сцена стала для вас счастливой в вашем творческом пути, как больших-больших артистов и будущих звезд. Ура! Я буду краток, дорогие друзья. Я на самом деле рад приехать в Якутию. Давно наша команда, мы мечтали посетить с начала года наш регион. Очень тепло встретили. Во-первых, все эти номера, которые вы готовили, очень радостно видеть на сцене такие творческие таланты якутской земли. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что делают ваши родители, за то, что делают ваши педагоги. Но вместе с тем, как член Центрального комитета конкурса, хочу выразить отдельную благодарность организаторам данного проекта в Якутии. Ребята большие молодцы, на полном энтузиазме. Они вот уже 10-11 лет проводят данный конкурс здесь, на вашей земле, в республике Саха-Якутия. В связи с этим я хочу сказать, что победит здесь, на этой сцене, не конкретный участник или коллектив, победит здесь семья. Семья, в честь которой этот год, 2024, назвал наш президент Владимир Владимирович Путин. И в этой связи хочу сказать, что здесь от вас в Москве на финальной сцене будут представлять ваш регион частичка, то есть эта частичка, это ваша частичка вашей семьи. Ребята, я всех поздравляю с этим годом и с наступившим в Якутии первым днем лета, поэтому желаю всем удачи. Итак, настало время пригласить команду нашего компетентного жюри. И, конечно, слово предоставляется председателю жюри Владимиру Индигирскому, отличнику культуры Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, отличнику образования Республики Саха-Якутия, заведующему вокально-хорового отделения детской школы искусств номер 2. Будь прям и упорен, будь верен стране. У неба, у моря учись глубине, грядущее рядом и дали светлы. Сегодня орлята, а завтра орлы. Эти замечательные строки посвящаются вам. Земля талантов, Якутия очень рада приветствовать самых литературных, самых вокальных, самых хореографических детей,
В следующем году, вы знаете, будет 80 лет великой нашей победе, Великой Отечественной войне. Вам надо уже готовить стихотворение, вам надо уже ставить танцы на военные темы и разучивать песни, посвященные Великой Победе и специальной военной операции. Добрый путь! А теперь просим нашего режиссера-постановщика всероссийского проекта «Земля талантов» Диану Лиманскую от имени директора всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» наградить наше уважаемое жюри благодарственными письмами. За профессиональную работу в составе жюри регионального отборочного тура награждаются председатель жюри Владимир Индигирский, член жюри Николай Свешников, член жюри Валерий Стефанский, член жюри Галина Дакшарская, и член жюри Нина Карипанова. Для вручения дипломов третьей степени на сцену приглашается Петров Гаврил, директор Сахаконсалт-центра. Гаврил наш добрый помощник, всегда всеми силами и поддерживает наши региональные отборочные туры. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Литературное творчество» награждается Романов Тимур. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Литературное творчество» награждается Афанасия Лидия. Лауреата третьей степени в номинации «Литературное творчество» награждается Алексеева Анна. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Вокал» награждается Петрова Ульяна, Левша Кира. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Вокал» награждается Романов Тимур. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Вокал» награждается вокальный ансамбль «Керели», старшая группа. Дипломом лауреата третьей степени в номинации «Хореография» награждается танцевальный коллектив «Сайсары». Приветственный танец.
Дипломом лауреата 3-й степени в номинации «Хореография» награждается студия «Вдохновение» и хореографическая группа «Престиж». Для вручения дипломов 2-й степени на сцену приглашается секретарь Якутского райкома Коммунистической партии Российской Федерации, народный депутат Республики Саха-Якутия Иннокентий Романов. Иннокентий Иванович на протяжении 7 лет поддерживает наш любимый конкурс. Диплом лауреата 2-й степени награждается Мартынова Екатерина в номинации «Литературное творчество». Дипломом лауреата 2-й степени в номинации «Литературное творчество» награждается Воронько Анжелика, Рябякина Анна. Лауреата 2-й степени в номинации «Литературное творчество» награждается Шервашидзе Лиана. Лауреата 2-й степени в номинации «Вокал» награждается Мыреева Алгыстана. Дипломом лауреата 2-й степени в номинации «Вокал» награждается Сулустан Капырин. Дипломом лауреата 2-й степени в номинации «Вокал» награждаются сестры Олисовы.
Анжелина, Снежана, Дарина и Милана. Дипломом лауреата второй степени в номинации «Хореография» награждается танцевальный коллектив АИК, детская школа искусств номер 1. Лауреата второй степени в номинации «Хореография» награждается ансамбль современного танца «Тетрис». Композиция «Мама». Дипломом лауреата второй степени в номинации «Хореография» награждается народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз». Для вручения дипломов первой степени на сцену приглашается первый секретарь Якутского райкома Коммунистической партии Российской Федерации, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия по культуре и средствам массовой информации Виктор Губарев. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Литературное творчество» награждается Гуляев Марат. Первой степени в номинации «Литературное творчество» награждается Бастракова Анастасия.
Награждается Егоров Павел. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Вокал» награждается Катерина Путятина. Первой степени в номинации «Хореография» награждается ансамбль современного танца «Тетрис». Кнопочки. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Хореография» награждается ансамбль современного танца «Тетрис» как в сказке. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Хореография» награждается ансамбль современного танца «Тетрис» «Огни столицы». Для вручения приза зрительских симпатий на сцену приглашается региональный куратор всероссийского конкурса «Земля талантов», руководитель комсомола Якутии, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Макаров. Дипломом зрительских симпатий в номинации «Вокал» награждается ансамбль 3-го Д-класса школы номер 26 города Якутска. Пусть всегда будет солнце.
Дорогие друзья, дорогие дети, самое главное в жизни – это наша семья, это наша родная земля, наша Родина. Никогда не забывайте об этом. Всегда любите и стремитесь добиваться самых высоких вершин. Ведь земля талантов – это чудо, которое родило такой праздник, который можно сравнить с нашей большой республикой, с большой дружной республикой, с нашей любимой Россией, которая рождает вот такие вот прекрасные звезды. Давайте вместе! Будущим победам, друзья! Все нам под силу, все нам подвластно, надо лишь дружно за руки взяться. Все мы сумеем, надо лишь верить, известное счастье откроются двери.